уйгуры, проживающие в Турции, мобилизованы на помощь пострадавшим от землетрясения. В результате землетрясения погиб студент уйгурского тюркского факультета. Фонд науки и цивилизации Саток Буграхана сообщил, что всего в Кахраман-Мараш обучаются 23 уйгурских тюркских студента, 12 мужчин и 11 женщин. На текущий момент в результате землетрясения пропал один студент. С 22 студентами общались. И вчера, 7 февраля, около 11:30 студент по имени Абдулла Алим был извлечен из-под обломков и доставлен в больницу. Но, несмотря на все усилия, он погиб. Жители Восточного Туркестана, проживающие по всему миру, выражают свою финансовую и моральную поддержку, показывая, что они на стороне Турции. Антикитайская акция протеста прошла перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во знаменование трагедии в Кюльдже 5 февраля. Голубой флаг с полумесяцем и портреты некоторых очевидцев трагедии были специально выставлены на мероприятии, организованном Всемирным уйгурским конгрессом, Организацией уйгурского движения, Уйгурской академией и другими. В демонстрации также приняли участие представители группы Южно-Монгольской независимости и некоторые еврейские организации. 26-я годовщина трагедии в Кюльдже 5 февраля 1997 года была отмечена Организация Ассоциации Альянс в столице Кыргызстана Бишкеке и Джалал-Абаде на юге Кыргызстана. Во знаменование Дня памяти в ресторане Акыйол в Алматы прошла панихида. Советник США по нацбезопасности Джек Салливан заявил, что США получили много данных о разведывательных возможностях Китая, отслеживая действия китайского аэростата. Джейк Салливан сказал, что потребуется некоторое время, чтобы собрать и осмотреть обломки сбитой китайского воздушного шара. Тем не менее, мы уже могли получить много данных о возможностях и методах разведки аэростата, которые мы отслеживали с помощью различных методов, когда он двигался на территории США, сказал Салливан. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и его новозеландский коллега Крис Хипкинс встретились и обсудили региональные вопросы, а также сотрудничество с Китаем. Хипкинс совершил свой первый зарубежный визит в Австралию после неожиданной отставки своей предшественницы Джасинды Ардерн в январе. Хипкинс отметил, что Австралия выражает разногласия с Китаем, но продолжает прилагать усилия для укрепления отношений с Пекином. Министерство электроники и информационных технологий Индии МЕИТИ объявило, что 232 приложения, связанных с Китаем, будут закрыты для доступа, в том числе 138 приложений для ставок. Министерство электроники и информационных технологий заявляет, что некоторые китайские приложения ведут деятельность, наносящую ущерб суверенитету, целостности, обороне, безопасности и общественному порядку страны.